Сегодня получил продолжение скандал вокруг коми-правозащитной комиссии «Мемориал». В распоряжении нашего канала оказался очередной документ, подтверждающий, что организация финансируется из-за рубежа. Напомним, на прошлой неделе посольство Германии в Москве на собственном сайте опубликовало информацию о выделении на проекты Игоря Сажина 50 тысяч евро. Это более 2 миллионов рублей. При этом ранее лидер коми-правозащитной комиссии «Мемориал» и экс-член Общественной палаты Коми Леонид Зильберг, который имеет прямое отношение к проектам организации, отрицали всякую возможность финансирования своей деятельности из других стран. Евгений Ракин исследовал многоговорящий документ. Какая досада! Поленились сообщить. Так объяснил господин Сажин в Твиттере, почему «Мемориал» утаил от общественности информацию о получении 50 тысяч евро от германских дипломатов. А может, для правозащитников эта сумма сущий пустяк? Подумаешь, 2 миллиона рублей. Вот и не рассказали. Или дело не в наличности, а от кого эти деньги? Ведь еще весной лидер правозащитной комиссии клялся, что заморская лапа – это сказка. Но нет, эта лапа на самом деле существует, да еще и не одна. Вот новый финансовый документ, уже американского происхождения, датирован, шутка ли, 1 апреля. Причем часть денег была получена еще в начале мая. На эти средства открыта редакция журнала «7 на 7» в Мурманске. Тоже поленились сообщить. А теперь внимание! Второй грант получен «Мемориалом» от фонда в поддержку демократии, который базируется в Вашингтоне. Считается, что именно этот фонд имеет отношение к организации массовых беспорядков и оранжевых революций по всему миру. Определенные попытки дестабилизировать ситуацию местными правозащитниками этой зимой делались и в Коми. Им удалось даже спровоцировать сыктывкарскую полицию во время несанкционированного митинга в центре столицы. Кстати, в документе в качестве контактного лица фигурирует имя Патрика Уолша. Известно, что американский гражданин перемещается по регионам России под специальным дипломатическим прикрытием. Он лично приезжал в Сыктывкар и инструктировал правозащитников, как нужно вести диалог с общественностью. Это в какой-то мере объясняет внезапный интерес политики общественников, которые во главу угла своей деятельности прежде ставили защиту прав заключенных. Между тем, иностранцы финансируют «Мемориал» под предлогом развития интернет-журнала. Проект якобы поддерживает гражданские инициативы и свободу слова. За короткое время на зарубежные деньги сеть разрослась за пределы Коми. Теперь она присутствует еще и в Кировской, Рязанской и Мурманской областях. Подпитываемые из-за рубежа борцы за демократию намерены в ближайшие 5 лет охватить еще 30 регионов страны. Мы хотим сделать Сыктывкар таким центром гражданской активности и сделать такой проект федерального уровня из нашего небольшого города. Вот. Конечно, на это нам нужны деньги, это делается не бесплатно, поэтому я надеюсь, что вот эти суммы, которые поступили, у нас будут не последние. И мы найдем ресурсы на 30 регионов. Теперь, когда появились новые факты, подкрепленные документами, не в пользу правозащитников, их лидер недоступен для комментариев. Уже около месяца он находится в Кыргызстане, а его правая рука Эрнест Мезок в Лондоне.